Значительно позже, уже в советское время, Сухум засадили эвкалиптами. Эти природные насосы высушили землю и победили малярию в крае. И свидетель этому вот этот прибрежный столетний эвкалипт. Город Сухум был разбит на правильные квадраты с широкими вымощенными улицами, с водосточными канавами по сторонам. Дома горожан были одноэтажными, турлучными, так называли дома, смазанные глиной. Несмотря на гибельный климат, Сухум, однако, был уже красивым и привлекал к себе многих. Около Сухумской крепости абхазы проводили свои сходы. Так, в 1874 году перед очередным изгнанием здесь слышались их взволнованные голоса. Кстати, вот здесь, около крепости, проводились все абхазские вечи, собрания. Наши, говорит, руки больше привыкли, говорит, к оружию, к кинжалам, шашкам, саблям, чем к сахе. Мы устали, но мы хотим, чтобы наши дети учили. Время требовало перемен, и они наступили. В 1863 году в Сухуме была открыта начальная горская школа с пансионом на 40 мальчиков-абхазцев, а спустя 7 лет в городе уже действовала прогимназия для девочек. В 1868 году на углу Лорис-Меликовской и Ольгинской улиц, а ныне это улица Лакоба и Пушкина, было построено новое одноэтажное здание горской школы. В этой школе обучалось 87% абхазских и 12% русских детей. Общая численность составляла 200 учеников. Курс был пятигодичный с правом поступления во все низшие учебные заведения. Полный пансион на 40 детей содержался за казенный счет. Остальные же ученики должны были платить по 120 рублей в год. Рядом со школой, занимая почти целый квартал, располагался опытный участок. Урожай со школьного огорода шел в столовую пансиона. Кроме того, на горе Трапеция у горской школы было 10 десятин земли под подсобное хозяйство, где выращивали кукурузу, фасоль и другие сельхозкультуры. Здесь работали сами ученики, и весь урожай шел на их пропитание. В Выходе Сухумской средней общеобразовательной школе номер 10 имени Нестора Аполлоновича Лакоба уже исполнилось 143 года, и здесь учатся дети уже независимой Абхазии. Во время Крымской войны в Сухумской крепости размещались артиллерийский гарнизон, комендантское управление, старая церковь и дома для офицеров. Однако самые трагические события здесь произошли значительно позже, во время русско-турецкой войны. В мае 1877 года турецкая военная эскадра в составе 4 броненосцев подошла к Сухумской бухте и выпустила 150 снарядов. А затем в город вступили турецкие отряды. Среди них были и абхазские махаджиры, вернувшиеся на свою родину. Русские войска под командованием генерала Кравченко без боя сдали Сухум и отступили в сторону гор. 19 августа турки сожгли город и вырубили в нем все деревья. Уцелело лишь несколько домов. А при отступлении турецкие войска разграбили город, похитив исторические ценности Сухумской крепости. Так они увезли с собой мраморный, богато орнаментированный памятник с надписью. Турки поклялись, что снова вернутся в Сухум и поставят памятник на прежнее место, но завоеватели больше не ступили на абхазскую землю. Нам стало известно, что Сухумский постамент, который стоял вот здесь, на территории Сухумской крепости,
до сих пор находится во дворе старого султанского дворца Топкапы в Стамбуле. Мы поискали его в интернете, но оказалось, что таких памятников в султанском дворце великое множество, и все они по-своему красивы. Однако нам повезло, и мы разыскали абхазский памятник. Точнее, его воочию увидела в султанском дворце на экскурсии группа туристов-мусульман из Абхазии. Это камень, который был украшен орнаментом, ручной работой, резьбой. И на этом камне был выбит небольшой текст арабскими буквами, арабской вязью, так называемый османский стиль письма. И когда мы спросили нашего гида, что это за камень, он сказал, что это с вашей родины, с Абхазии. Мы попросили перевести текст хотя бы примерно, чтобы мы знали, о чем идет речь, чтобы рассказать это дома. Но тот гид, который нам проводил экскурсию, он затруднился, он сказал, что это затруднительно. Он единственное, что смог нам перевести, то, что в верхнем правом углу было написано «Сухум Калай», что опять же он подтвердил, что этот камень был привезен в конце 19 века с территории Абхазии, в частности из Сухума. Нам было приятно, конечно, что данный камень находился у нас на родине. В настоящее время мы как бы могли, если так образно говорить, прикоснуться к частичке нашей родины, пусть даже и в таком виде. Нас заинтересовала, конечно, надпись. Ее прочел в свое время профессор Одесского университета Нордман. Надпись с сокращениями звучит так. Благополучное правление Его Величества Царя-Царей, Великого Султана, против всех врагов и злодеев по высочайшей воле выстроена сия великая и неприступная крепость. Твердость, подобная большой птице Сунне, летающей высоко на Кавказской горе. Господь Бог да умножит благополучие на самом свете Государя. В Сухумской крепости было несколько входов, но богатый орнаментированный памятник с надписью, скорее всего, стоял вот здесь, у северо-западных ворот, и каждому входящему напоминал, что эта местность находится под властью турецкого султана. И эта надпись красовалась здесь до 1877 года, до августа месяца, когда после трехмесячной оккупации турецкие войска вынуждены были уйти, забрав с собой, по разным данным, от 50 до 100 тысяч абхазцев. Вынуждены были уйти, потому что, как мы сейчас говорим, было не так все сладко, все горело. Так закончилось 300-летнее господство султанской Турции в Абхазии. Однако в эту последнюю русско-турецкую войну некоторая часть абхазского населения приняла участие в боях против русских, и после победы русской армии абхазцы были объявлены виновным населением. Большая часть жителей Сухумского и Гульрипского районов была вынуждена покинуть свою родину и переселиться в Турцию. Это была очередная волна махаджиров-переселенцев. Множество сел опустело, а Сухум и его окрестности обезлюдили. Оставшимся жителям, как виновному населению по приказу русского военного командования, запрещалось жить ближе 1 версты от берега моря.
учит история Сухумской крепости нас, современное поколение? Есть неприходящие ценности. Это любовь к родине, любовь к прошлому, любовь к настоящему. А чтобы стоять крепко в настоящем, нужно с уверенностью смотреть в будущем и помнить, хорошо знать свое прошлое. Вот в этом сила истории. Она должна учить любить свой народ, свой язык, конечно, свои обычаи и традиции. В 1877 году в Сухуме оставалось всего 210 жителей и несколько уцелевших домов. За весь XIX век Сухум неоднократно подвергался разорению и разрушению. Десятки раз за это время Сухум буквально стирался с лица земли и вновь возрождался.